неправительственный сектор, это не означает, что это антиправительственный сектор. Понимаете это? Что мы работаем, люди, которые работают в этих общественных организациях, неправительственные организации или некоммерческие, как бы там ни назывались, мы работаем как раз-таки с теми людьми, до которых, к глубокому сожалению, ввиду, может быть, разных объективных причин, наше правительство не смогло прийти на помощь. Мы не будем участвовать в вот этой лживой пиар-компании, лживой пропаганде. Мы будем это развенчивать, мы будем этому противостоять. Для этого мы будем требовать эфира на государственном телевидении. Это наше, это общественное телевидение. Это не телевидение правительства вместе с президентом Бжаня. Это наше общественное телевидение. Государство решило, что надо совершенно иначе, в другом формате строить свои отношения с гражданским обществом, что свободы гражданского общества надо сворачивать. И видите ли, мы вдруг стали представлять угрозу безопасности. Это как бы основной тезис, который вот скрывается за, ну не скрывается, а открыто даже выдвигается для продвижения этого закона. Но я хотел бы сказать, что на самом деле этот закон никак не решает проблему безопасности. Да? Потому что, ну, что это значит? Это значит, что неправительственный сектор, гражданское общество назвали угрозой общественной, государственной безопасности, раз такой закон принимается. Но а где доказательства? Доказательства у нас якобы звучат вот с экранов телевизора. Да? У нас есть там ряд выступлений высших должностных лиц, но, к сожалению, дальше каких-то общих заявлений, таких вот с размахом на геополитику, это ограничивается. Процесс строительства государства — это довольно сложный процесс, да, долгий процесс. Надо пройти через разные этапы, решая различные проблемы. Но вы знаете, я никогда не могла подумать, вот работая все эти годы в сфере защиты прав человека, что нам придется столкнуться с тем, что нам надо отстаивать свои свободы. Потому что вот закон, о котором мы все с вами говорим, закон об организациях и физических лицах, исполняющих функции иностранного агента, этот законопроект, он как раз направлен на сокращение, на лишение довольно большой части нашего общества гражданских свобод. Любое ужесточение санкций приводит к повышению коррупционных ставок. Вот данный закон фактически приведет также и к тому, помимо всех вот вещей, о которых тут говорили, что в этой стране это закон для защиты коррупции фактически получается. Закон, при котором мы должны все молчать. Но мы должны знать нашу историю. В Абхазии очень мало людей. В Абхазии в самые тяжелые времена абхазы не боялись выражать свою точку зрения. Мы не будем от этого отказываться. И мы ни за что от этого не откажемся. И я не знаю, как они заставят всех замолчать. Потому что власть — это маленькая частица населения Абхазии.